Одни еще боязливые, другие любопытные, а кто-то с яслей уже показывает свой хищный характер. Так по-разному 6 лисят ведут себя перед телевизионной камерой. Несмотря на то, что в 1,5 месяца они начали уже активно познавать мир, все же малыши осторожничают. Еще бы, ведь заботливые родители сейчас в другом вольере. Малыши на самом деле еще осторожничают, но уже когда светит солнышко, тепло на улице, они могут выйти, поиграть, но опять же под пристальным вниманием родителей. У нас папа очень хорошо их охраняет, не старается не подпускать к ним никого. Папа Фокс – рыжий лис обыкновенный. Мама Роксана, несмотря на свое экзотическое имя, тоже лиса обыкновенная. Но вот окрас ее серебристо-черный. В природе такой встречается гораздо реже. Познакомились разномастные хищники здесь, в зоопарке. Отца привезли охотники, мать попала в Республиканский центр экологического образования из другого зоопарка. Вообще вот в природе в среднем рождается 6 как раз-таки лисят. В дальнейшем, скорее всего, будут лисята пристраиваться куда-то в другие, может быть, зоопарки или фермы. Сейчас находятся с мамой. До 2-3 месяцев они точно будут находиться с мамой, потому что она их будет обучать чему-то еще, то есть как-то каким-то навыкам. В природе они вообще находятся до 7 месяцев с родителями тоже, обучаясь всем хитростям, охоте, вот. И вообще, в принципе, жизни, как жить в лесу. Сейчас лисята темненькие и смахивают больше на волчат. Какого же окраса они станут в более взрослом возрасте, пока непонятно. Да и не предугадать, говорят зоотехники. Они могут взять цвет шерсти как у мамы, так и у папы. Сейчас вот немного пробивается рыжина. У лис обязательно должен быть кончик белого хвоста. В таком возрасте их именно отличают по кончику белому от щенков, от волков, потому что они в принципе очень похожи. Питаются лисята 3 раза в день. Материнское молоко в рационе до 2 месяцев обязательно. Но маленьких зверей уже начали подкармливать вареным мясом, крупами и овощами. Лакомства подают в виде каши. И хотя работники уже начали привязываться к лисьему выводку, тем не менее с серо-буро-рыжим пополнением сотрудникам зоопарка придется расстаться. В нашем центре просто нет условий для их содержания. Они уедут в другие зоопарки России. Впрочем, уже в конце мая в Центр экологического образования привезут ослика. С новым питомцем гости смогут познакомиться после карантина. Анастасия Тюрина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.